Вялікай актыўнасці пратэсных акцый у мінулыя выхадныя ў Брэсцкай вобласці праваахоўнікі не зарэгістравалі. У Брэсце некалькі дзясяткаў людзей хадзілі па пешаходнай вуліцы Савецкай ад вуліцы Дзяржынскага да Маяковскага. Пратэснай сімволікі заўважана таксама не было, толькі некаторыя атрымалі ў руках кветкі белага і чырвонага колераў. Праваахоўнікі зарэгістравалі два невялікія ачагі пратэстаў. В воскресенье на территории Брестской области нами зарегистрировано 2 очага протестной активности, в которой приняли участие 4 человека. Эти очаги прошли на территории города Бреста. В настоящее время в отношении 4 жителей областного центра составлены административные протоколы за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, а также за нарушение правил дорожного движения. У мінулыя выхадныя на тэрыторыі вобласці супрацоўнікі МНС зарэгістравалі 6 пажараў, ахвяр няма, пашкоджана 4 пабудовы. Так, в субботу в 20:04 в Пинске на улице Калиновского произошел пожар в вагоне сушилки, принадлежащем гражданину 1970 года рождения. В результате пожара огнем поврежден вагон-сушилка, а также 5 метров кубических пиломатериалов. Причина происшествия устанавливается. 2 дорожно-транспортные здарэнні адбыліся ў мінулыя выхадныя, 3 чалавекі атрымалі траўмы. 31 октября около 16 часов 15 минут в деревне Подстарень Ивацевичского района произошла дорожная авария, в результате которой травмирован 15-летний пассажир. По предварительной информации, 50-летний житель города Ивацевичи, управляя автомобилем марки «Шкода», двигаясь по улице Гулевичи в деревне Подстарень, при осуществлении маневра разворота не убедился в безопасности осуществляемого маневра, в результате чего совершил столкновение с движущимся попутно мотоциклом «Днепр» под управлением 25-летнего местного жителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла, а также его 15-летний пассажир с травмами госпитализированы. Установлено, что водитель мотоцикла не имел права управления. За мінулыя выхадныя супрацоўнікі брэсцкай мытні выявили 36 административных парушэнняў на мяжы. Грузовой автомобиль под управлением жителя Бреста следовал из Польши на территорию Евразийского экономического союза. Согласно документам, в нем перемещались части подъемного крана. Однако в ходе таможенного досмотра сотрудниками таможни было установлено, что помимо заявленного товара в грузовом отсеке находится свыше 1800 незадекларированных упаковок сыра. По предварительной оценке стоимость данного товара составила 20 тысяч белорусских рублей, а общий вес более 1 тонны. По данному факту Брестской таможни в отношении водителя начат административный процесс.